Президент Алан Гаглоев сегодня принял делегацию Российского общества знаний во главе с заместителем генерального директора Георгием Будным. Они прибыли в Южную Осетию для реализации масштабного просветительского проекта по созданию Дома знаний, где будут проводиться лекции, мастер-классы, образовательные интенсивы, встречи с ведущими экспертами России и Южной Осетии. Центр станет ключевой площадкой для реализации совместных гуманитарных инициатив, направленных на поддержку молодежи образования и развития просветительской среды в республике. Президент поприветствовал гостей, отметив особое значение гуманитарного сотрудничества между Южной Осетией и Российской Федерацией. Южная Осетия исторически сделала свой выбор. Наши предки определили вектор, направленный в сторону нашей большой родины Российской Федерации, поэтому мы и сегодня следуем этому пути. И в политическом плане, и в экономическом плане всегда готовы, настроены на реализацию совместных проектов. И в плане интеграции, то, что касается гуманитарного составляющего, у нас в текущем году очень положительная динамика. Начали сотрудничать и с фондом президентских грантов, с фондом культурных инициатив, в проработке ряд совместных проектов. Это еще раз доказывает то, что мы связаны с нашей большой родиной. Южная Осетия всегда была рада гостям, тем более, когда приезжают с такой доброй миссией, мы видим, чем вы занимаетесь, какие проекты реализовываете. Мы со своей стороны еще раз хотим подтвердить, что мы готовы на реализацию совместных проектов и в гуманитарном плане, и в политическом, в экономическом. Еще раз хочу подчеркнуть, что Южная Осетия всегда поддерживала и будет поддерживать те решения, которые принимаются руководством Российской Федерации. Особое внимание было уделено теме патриотизма и роли молодежи, которая сегодня активно участвует в защите общего будущего совместно с российскими бойцами. Президент отметил значимость воспитания среди молодежи чувства патриотизма и ее решающую роль в построении светлого будущего как Южной Осетии, так и для России. То, что молодежь наше будущее, это много раз, и в том числе сегодня в такое непростое время, понимают все, и мы просто обязаны в такое непростое время поднимать дух патриотизма, прививать нашему поколению, потому что коллективный Запад делает все возможное, чтобы подменить или исказить те ценности, которые у нас заложены очень глубоко. Мы связаны с нашей большой родиной. То, что очень много ребят сегодня вместе с российскими бойцами защищают нашу общую родину, отстаивают наше общее будущее. Это еще раз показывает, что мы ценим нашу историю. И те ценности, которые нам оставили наши старшие поколения, мы никому не позволим подменить. Президент также отметил огромный потенциал нашей молодежи. Молодежь у нас красивая, достойная, настроенная на реализацию и на светлое будущее. На всех площадках наша молодежь всегда подчеркивает, что у нас есть и малая, и большая родина. Ровно такое отношение к нашему стратегическому партнеру Российской Федерации в Южной Осетии. В свою очередь, заместитель генерального директора по региональному развитию и международного сотрудничества Георгий Будный поблагодарил президента за теплый прием и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству. Мы очень рады, что у нас будет возможность работать и развивать просветительскую деятельность. Мы с удовольствием готовы делиться своим опытом, интегрировать уже успешный опыт и просветительские проекты. Но также мы уверены, что есть какие-то интересные специфики работы, которые были бы нам полезно тоже перенять и распространять, в том числе улучшая каждый наш проект, который мы делаем и на территории Российской Федерации. Ну и, конечно же, мы заинтересованы в проведении каких-то отдельных совместных проектов, направленных на реализацию общих интересов.
Российское общество знаний осуществляет просветительскую работу как в регионах Российской Федерации, так и в дружественных странах. Сегодня эта организация объединяет десятки тысяч представителей интеллигенции и молодежи, стремящихся к распространению знаний и интеграции культур. Важным аспектом деятельности общества являются регулярные образовательные мероприятия. Мы здесь готовы поддержать. У нас есть действительно ряд мероприятий, на которые мы с удовольствием приглашаем. Это большие наши мероприятия, которые вызывают у нас особое чувство гордости, одно из которых было совсем недавно, но и мы его проводим ежегодно, 2 раза в год. Это марафон знаний первые. Это уникальное по своему роду форумное мероприятие, участниками которого, если мы говорим о лекторах, являются самые выдающиеся люди, не только России, но и приглашенные гости из-за рубежа. Как правило, лекторами этого мероприятия выступают всегда первые лица. Президент Алан Гаглоев отметил, что Южная Осетия всегда ощущает поддержку со стороны Российской Федерации. Он отметил, что данная инициатива играет ключевую роль в развитии республики, особенно в контексте реализации просветительских проектов. Хочу особо подчеркнуть, что и вы отметили, уважаемый Владимир Владимирович Путин дал ряд поручений, реализацию которых мы сегодня уже видим. К нам приезжал уважаемый Сергей Владимирович Кириенко. При встрече мы обозначили ряд мероприятий, которые будем совместно реализовывать. Но то, что реализация пойдет так стремительно и такую положительную динамику мы сразу увидим на деле, вот это, конечно, очень приятно. Поэтому я, пользуясь возможностью, хочу еще раз выразить слова благодарности, признательности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Сергею Владимировичу Кириенко, команде, которая периодически приезжает к нам. Абсолютно молодые ребята, настоящие профессионалы. Но самое главное – подход. То, что я обозначил, что Южная Осетия как к своей родной большой родине относится к России, как к братскому народу. Ровно такое же отношение мы чувствуем от наших коллег к себе. Поэтому это очень дорогого стоит, и мы это ценим, мы этим гордимся. И еще раз хочу подтвердить, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы эти отношения только укреплялись. Заместитель руководителя администрации президента Республики Южная Осетия Алан Тибилов подчеркнул, что данный проект будет способствовать культурному обмену и усилению связи между нашими народами. Добро пожаловать в Южную Осетию. Очень приятно, что мы так оперативно сработали все-таки по направлению, и вы сами своими глазами увидите все помещение и поговорите. У нас сегодня запланирован ряд встреч и значит, с научным составом, с молодежью нашей республики. Я все-таки в первую очередь бы хотел отметить то, что вот были недавно опросы, и Южная Осетия признана самым дружественным в России государством. Самые сложные моменты всегда Южная Осетия вместе с Российской Федерацией. Что касается гуманитарных проектов, сегодня мы уже сотрудничаем с фондом президентских грантов, как раз таки по всей республике реставрируются памятники, посвященные войнам Великой Отечественной войны. С фондом культурных инициатив мы сегодня реализуем большой проект. Сперва реализовали образовательный проект. Это был первый выезд фонда президента России культурных инициатив за пределы Российской Федерации с такой большой, обширной образовательной программой. Мы сегодня выходим уже на подписание соглашения. Я практически уверен, что мы его подпишем до конца этого года с движением первых, с Росмолодежью, Всемирным фестивалем молодежи. И, конечно же, очень приятно сегодня видеть вас здесь. И я очень надеюсь, что у нас все получится. У нас есть четкое указание от президента нашей республики оказать всемирное содействие, и мы, конечно, это сделаем. В завершении встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах. Агунда Губозова, Аида Кочева, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня.